Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, подписчики канала! А, Сегодня мы очередной раз собрались в Zoom-комнате через чат «Шаг мы земляне», чтобы очередной раз обсудить вот тему, которую нам подбросил Александр Габышев. И своим оппонентам, вот Никита Бубен-Шамана, Юджиш, я предложил немного помечтать, поразмышлять, ну и возможно, что-то и показать то, как мы видим нашу Землю, как мы подразумеваем, что будут жить люди на всей Земле. Не именно вот в нашей стране или там в другой какой-либо стране, а вот именно на всей Земле. Потому как э, вот этот шаг «Мы земляне», да, вот это международное, так сказать, сообщество, которое, ну, наверное, как-то должно себя, вернее, вам показать, а, как мы лично вот видим наше житье-бытие на всей Земле. Именно на всей Земле. Ну, а первым, кто у нас сегодня будет первый говорить? Никита, Юджиш. Ну, Давайте давайте, помечтаем. можно только маленькую поправочку. Мы не оппоненты, мы союзники. Вот. Да, и дату давай еще скажем. Сегодня А, 28 сентября 24 года. Вот. А по очередности мне не важно, как решим. ну, давайте быстренько решать. Можно вопрос? Вот Давайте я сейчас второй. видно сейчас в камере или нет? Вот сейчас, да? Сейчас нет. Понятно. То есть, если я буду читать свой текст, посматривать, я не смогу. Ладно. Ну, бог с ним, подсматривай, говори. Ты же приготовился, задание было. Ну, будешь отключать эту камеру или выключишь. Ничего Ладно, буду страшного. тогда. Юрий, может, ты начнешь тогда? Раз уж ты начал, вступление Ну сказал. ладно, давайте я начну. Друзья, мое видение, житье-бытие и вот то, что как мы будем жить. Ну, такие мечты. Во-первых, вот эти мечты, они у меня уже давно, еще до похода Александра Габышева. И, конечно же, когда я услышал от Александра Габышева, ну, может быть, на подсознательном даже уровне где-то там, что они схожи как раз с моим мировоззрением, и поэтому я и с Александром Габышем. Это раз. Что я увидел? Увидел я то, что поход Александра Габышева из Якутска в Москву — это только небольшая ступенька к тому большому глобальному проекту, вот как вот уже сейчас уже происходит это на ваших глазах, проекту вот как раз «Мы земляне». Что это означает? А это означает, что все люди на Земле, ну, во-первых, они все люди, они все одинаковые, у них одно общее — люди. И жить на этой Земле им возможно без границ,
с теми ноу-хау, которые люди за это время, вот 21 век, да, хотя бы, а то и больше, потому что Земля-то у нас существует намного больше, и люди на Земле тоже намного больше. Так вот, за это время много что было придумано, и если все это постепенно, конечно, отдать людям всей Земли, то люди могли бы жить в мире, в согласии, ну и, как говорится, в дружелюбии и прочее. И все это возможно без границ. Ну, а мое вот как раз видение, что будут люди жить счастливы без границ. Потому как все страны на сегодняшний день, они, во-первых, воюют за какие-то ресурсы, за людские ресурсы, за земные ресурсы, считают их, каждый считает их своими, каждая страна. Но живем-то мы на земле, на одной, и у нас другой земли-то нет. И нам надо как-то научиться жить в мире и согласии. И надеюсь, что это произойдет. Ну, возможно, конечно же, не в ближайшем будущем, ну, а может быть, через 200 лет, может, через 300. Нас, может быть, не будет. Но это, я надеюсь, что все это будет. Вот такое вот мое видение. Ну, а позже я расскажу уже, возможно, в следующем ролике. Я расскажу, с помощью каких технологий и почему именно через эти технологии а, мы придем, мы, жители Земли, придем к той цели, к которой мы движемся. Ну вот, как-то так. Кто следующий? Всё, я, да, сказал второй. Да. Давайте сразу, да, чтобы не тянуть, прям начну. Вот. Ну, еще раз, меня зовут Никита, да, может, кто не знает. Психологическое образование, социальный инженер. Вот. У меня мечты, да, абсолютно такие же, как вот Юра тут перечислял. Я, то есть, сразу присоединюсь к сказанному. Вот. И тогда могу сразу немножко и дальше расширить. А, То, что за все мои наблюдения, я понял, ну, в этом мире, как люди живут, понял, что движемся мы не туда, и одна из причин, то есть это наша сама сущность человеческая, так сказать, человеческий фактор. А, И тут, ну, разные сферы, то есть без объединения невозможно здесь как-то какие-то дела делать в лучшую сторону. То есть объединение, оно помогает все-таки. Собственно, что меня и заинтересовало потом, объединение не на почве даже бизнеса, денег, да, вот как раз это важно, а именно сами идеи, когда могут объединять людей. Вот. Ну, потому что даже вот про границы Юрий сказал, да, это что такое? Это, по сути, а, приход к чему-то общему, то есть какое-то не разделение людей, а наоборот вместе, да, единство. Но и помимо границ есть другие сферы у нас. Есть религия, политика, которые очень сильно делят людей. Экономическая сфера, то есть, ну, тут понятно, да, тут потому что связано с ресурсами, с жадностью человеческой, один из пороков, тоже как бы, вот. В общем, если обобщать в целом,
все устройство общества нужно как-то менять. То есть все сферы, они имеют свои сейчас недостатки, но они же зависят от какого-то общего вектора движения людей, человечества. Вот. Поэтому я выбрал вот путь, как бы считаю, что в будущем, ну если так мечтать, этот вектор, он будет лучше нарисован, люди будут прежде чем в какой-то сфере развиваться, они будут опираться сначала на этот общий один вектор, то есть смотреть какие-то общие законы. Вот. И научный подход здесь я вижу вот в последние годы, активно изучаю, занимаюсь именно вот в этом, ну как сказать, научный подход как один из тех, которые могут людей объединить. И даже можно в какой-то степени, я сейчас углубляться не буду, но все движется к тому, что религии тоже можно, найти общие в них вещи, как тоже произойдет некое такое смысловое слияние, и в том числе и с наукой тоже перекреститься в итоге. То есть вот. И все, то есть нужно это потихоньку дальше разрабатывать. Вот, я не буду называть или назвать, да, Народный институт развития есть такая организация. Там люди объединились, опять же, с нуля, да, без финансовой какой-то деятельности, ну, в смысле, без финансовой подпитки интересов. То есть именно на уровне идей люди чувствуют, что нужно такие объединения выстраивать, а, искать какие-то не там, где управляют диктаторы, а все-таки как-то ближе к соборности, к вот вечевым каким-то принципам, то есть что нужно согласовываться, договариваться, что спорить, споры приводят нас к войнам, к гибели, да, то есть к разрушениям. Вот. И будет развиваться очень сильно психология, как раз она тоже сольется вот с духовными, с разными знаниями. Будет какое-то единое учение об обществе, человеке и природе в совокупности. Вот. И люди будут учиться еще, как, людей будут не слепо учить во что-то верить, а им будут больше объяснять с самой школы, с детства, как устроен мир именно. Вот. То есть больше направленность будет на понимание людей друг друга и вообще в целом со средой, с окружающей. Вот. Тут как бы переплетаются и шаманизм, и вот научное движение, вот это вот как методология объединения людей, да, то есть там с психологическими, со всякими вещами. Ну, я повторяюсь. Вот. И вот забыл последний штрих – это технологии. То есть вот как раз открытость нашей видеосвязи, потому что именно через них-то мы и взаимодействуем. Вот. А те, кто против этого какого-то развития большого, они нам эти связи периодически, как мы наблюдаем, пытаются обрезать. Да, вот эти каналы коммуникации, наши блокировки всякие начинаются. Вот. То есть больше будет открытости, хотя вопрос по поводу различных тайн, он тоже довольно-таки сложный, потому что есть информация, которую говорят, нельзя сразу всем рассказывать, тоже надо постепенно, но это уже углубляться надо. Все, такой вот общий посыл. Так, ну тогда моя очередь получается. Да, Всем Юджиш, здравствуйте. давай. Да, всем здравствуйте. Так, ну, у меня такой выработалось, ну, как сказать, кредо или девиз вообще моей работы, он эволюционировал тоже. Э, Звучит так: эволюция на данный момент, он звучит у меня так: эволюция сознания, мышления и чувств в дыхании бесконечности. Вот описывает процесс, фундаментальный процесс, происходящий вообще в жизни, в мироздании. И вот следующий такой качественный такой квантовый переход от того состояния эволюционной, в котором мы сейчас находимся, в тот, который бы я вижу и мечтаю, да, о чем вот мы говорим. То есть, если сейчас
у нас тренд в обществе – это так называемый успешный человек, в кавычках. То есть люди стремятся к какому-то успеху. То есть это сознание, ну, как немножечко такое еще, можно сказать, детское, не взрослое, да. То есть под успехом понимаются какие-то там приобретения, выгоды. Вот. А следующий этап, ну, такой существенный, это когда, на мой взгляд, человек будет понимать, что ему в первую очередь нужно перейти, собственно, самому себе на иной этап своего раскрытия себя, своего потенциала, своей потенции духовной, своей мистических своих способностей, духовного самореализации, в своем мышлении, в своих чувствах, в своем сознании. Ну, например, человек, моя мечта, вот, да, образ Земли, планеты, когда, ну, в первую очередь, сейчас, если я говорю про людей, вот, люди смогут раскрыться, обрести способность творить мир, способность, допустим, целительства, способность, там, допустим, любить по-настоящему, дружить по-настоящему. Вот. Вот эти все разные способности глубинные, которые в человеке потенциально есть, они смогут реализовать. Мы все люди сможем реализовать в максимальной степени. Тогда все заживет глубокими, красивыми красками. Это что касается вот людей, ну, в каждом во взаимодействии друг с другом. Вот, и, ну, и это одна часть. А вторая часть больше связана с эволюцией тоже сознания, да, мышления в плане от агрессии к миру, любви. То есть, когда вот есть даже животный мир, например, ну и там мы все знаем, что есть хищники, есть травоядные, но на самом деле это все тоже живой процесс, и это не так, что это статично. Все это может эволюционировать. И, допустим, просто для примера приведу, что в Библии, там, допустим, есть пророчество, как бы, что там львицы с ягнятами, там рядом будут там волк, там с коровой, все вместе, да, то есть такой образ, когда и животные, и люди эволюционируют от агрессии друг к другу в сторону, ну, любви, принятия, добра, да, вот, то есть перестанут и в животном мире, и среди людей перестанет вот эта вот агрессия, станет минимум, и максимум будет вот мира. Но так как это ну, такие образы, да, мечты, вопрос в том, ну а как к этому приходить? Вот, и как раз-таки вот, вот эта эволюция сознания, мышления и чувств, когда человечество перейдет на сознательное самообразование. Вот. И через образование я вижу достижение этих целей, ну, реализации этой мечты. Вот. На данный момент я понимаю, и моя оценка, что образование в принципе отсутствует в мире. И я считаю, что в принципе люди все, мы все человечество, оно не образовано. И из-за этого образование в самом глубоком, широком смысле. И вот когда это образование будет действительно реализовано фундаментально, то есть системно на всех уровнях, в школах, в университетах, взрослые, то есть непрерывное образование. И постепенно вот сознание, мышление людей будет эволюционировать и придет вот к такому уровню, ну, высокому гармонии. Ну вот, в принципе, все. Вопросы друг другу будем задавать, нет? Спасибо. Или закончим? Спасибо, Никита, спасибо, Юджиш.
Друзья, ну, следующий ролик, м, я точно не скажу, какой будет. Никита создаст, ну, в смысле, запишет или Юджиш, и, возможно, я. Но ждите Ну, г- новостей. говори, как мы договорились, что мы дальше просто каждый сделает по своему докладу, чтобы Да, чуть-чуть развернуто уже это все можно было да, рассказывать. конечно, потому что у каждого есть свое видение, своя как бы тема. Ну, а судить и вам, дорогие подписчики, а, что из этого реально или нереально. Это, назовем так, сегодняшние только фантазии, назовем так. А я говорю, что любая фантазия, любую фантазию можно предъявить, ну, предъявить в жизнь. А, ну, и, как говорится, надеюсь, что вы, дорогие подписчики, тоже присоединитесь к нам в обсуждении, и каждое ваше видение мы тоже, назовем так, запишем, ну и выложим на канале. Как говорится, Если все оно для вас. приличное будет только. Ну, вот как-то так. Друзья, пишите свои комментарии, ставьте лайки, заходите в телеграм-канал «Шаг Мы земляне», ну и подписывайтесь на наши каналы. Всем добра, Пока. пока. Пока.